Российская примета. Если положили новый асфальт, значит скоро в этом месте будут менять трубы. Впрочем, сейчас есть технология, которая позволяет ремонтировать подземные коммуникации без раскопок. Проспект тракторостроителей. Вдоль проезжей части под газоном на глубине 8 метров проходит канализационный коллектор. По нему стоки, собранные почти со всего города, текут на очистные сооружения в Новочебоксарск. Коллектор нуждается в ремонте, но обычным способом сделать это проблематично. Во-первых, для работы тяжелой техники и котлована мало места. Во-вторых, рядом другие коммуникации – газ, тепловые сети. В-третьих, в отличие от водопровода, перекрыть канализационную трубу надолго невозможно. Расскажи мне историю этого мира. Удивись количеству прожитых лет. Расскажи, каково быть мишенью в тире. У меня есть вопрос, на который ты не дашь мне ответ. Ну, то, что вот мы были на этой, как она, Штыба, там, конечно, тоже вот в местах переменного смачивания уже видно, что слабой Андрей, дай, что в местах вот переменного смачивания уже вымыто, то есть уже за арматуру тело коллектора размыто, то есть он может вот сложиться, там, не знаю. Таких вот трещин, таких нету сильно. Эта технология тем хороша, что здесь не нужна траншейная прокладка. Во-первых, это делается при рабочей трубе, то есть не останавливая канализацию, что очень сложно, и прокладывается труба. Вот из таких вот модулей сворачивается труба, протаскивается посредством лебедки. Сейчас происходит компонирование, это заполнение межтрубного пространства между старым коллектором и новой пластиковой трубой раствором бетона. Скрывается только колодец. От него разборные модули из прочного пластика вкладывают в старую трубу, соединяют между собой и заливают бетоном. Расскажи мне историю этого мира. Удивись количеству прожитых лет. Расскажи, каково быть мишенью в тире. У меня есть вопрос, на который ты не дашь мне ответ. На который ты не дашь мне ответ.